Хотите удивить своих домашних сложным рецептом? К этому процессу мы подойдем предельно просто и легко. Сегодня мы с вами приготовим сыроедный торт. Вы знали вообще о том, что торт можно приготовить без яиц, без муки, без сахара и вообще даже не выпекать? Слышали когда-нибудь о таком? Нет, не слышала. Вот сегодня мы с вами сделаем живой торт. Дальше мы смешиваем измельченные в кофемолке семечки и кунжут. Добавляем столовую ложку меда, и вот, собственно, наша основа для торта – сыроедческое тесто. Итак, для того, чтобы сделать тесто, мы возьмем перемолотые семечки. Заранее я перемолола обычные подсолнечные семечки, да, вот можете посмотреть, это молотые в кофемолке семечки, и кунжут. Ого, так странно выглядит. Да, это в перемолотом виде. Сыроедение – это такая система питания, в которой полностью исключается термическая обработка продуктов. Такой десерт мне приглянулся тем, что для такого торта не нужно включать плиту. Начинка – это у нас кокосовая стружка. Кокосовая стружка, кокос. Для того, чтобы нам сделать тортик, кстати, называется баунти, мы добавим сюда немножко лимонного сока и также меда, предварительно смешав их, да. И пока столько положим, по необходимости еще добавим. Вкусно. Наше тесто, в принципе, готово, то есть консистенция должна быть вот такая, чтобы ее можно было вот как тесто утрамбовать. Я первый раз в жизни готовлю сыроедческий торт. Надеюсь, он получится нормальным. Значит, здесь кокос, сейчас у нас почти готово, да, вот мы добавим, и нужно будет еще помешать. В измельченный кокос добавляем лимонный сок и мед. И сверху вторым слоем укладываем на наш торт. И в этой массе вилочкой Пахнет очень начинаете вкусно. разминать банан, нам нужно будет однородно. А через сколько будет готов торт? Вообще нужно, чтобы он постоял хотя бы часик. Для крема смешиваем измельченный кероп. Кероп – это заменитель какао, без сахара. Получается вот такой крем. Он накладывается третьим слоем. И наш тортик можно сверху украсить фруктами при необходимости, да, можно украсить кокосовой стружкой или вот всем, что позволит, да, ваше воображение. То есть здесь фантазия для творчества. Здесь я приготовила кокосовые чипсы, да, то есть это кокос, прям берете тихонечко, да, и посыпаете сверху. Смотрите, какая красота у нас получается, да, уже становится очень похоже даже на настоящий торт. Но в отличие от обычного торта, наш торт сейчас отправится не в духовку, а куда? В морозильник. В морозильник. Наш тортик готов, достаем. Он у нас подмерз, застыл. Посмотрите, да. Сейчас мы нашу форму раскрываем и переложим его вот в это вот красивое блюдо. Ну что, дегустируем. Пробуйте то, что у нас получилось. Полезный торт, живой тортик. Как вам по вкусу? Довольно-таки вкусный и сытный торт. Гульнас, спасибо большое. Мне кажется, я дома обязательно повторю этот торт. Благодарю, Анна. Я рада, что вам понравилось. Балуйте себя и своих близких, радуйте их. Как же сладостно становится на душе, когда процесс приятный и результат вкусный. Приятного чаепития, друзья! Аня Пинчук, Розалия Тукаева специально для «Горы новостей».